Свет – благо. Это стало понятно всем с первых лампочек Ильича. Вот уже 64 года за доставку, контроль и учет электрической энергии в республике отвечает гарантирующий поставщик. Чтобы в наших квартирах зажигались маленькие солнца, Чувашская энергосбытовая компания в год отпускает более 3 миллиардов киловатт-часов. Сегодня она отмечает свой день рождения. Ветеранов на предприятии всегда встречают как родных. Многие проработали здесь по 40 лет. Они стояли у истоков становления компании. В 1958 году на базе Чебоксарской дизельной станции по решению Чувашского совета народного хозяйства был организован энергосбыт энергоуправления. Кстати, Чувашская энергосбытовая компания одна из первых стояла у истоков зарождения новой профессиональной общности сбытовиков, лучшие традиции которых коллектив продолжает и сегодня. Тогда, в годы стремительного развития электрификации, Чуваши необходимо было четко организовать работу по производству, транспортировке и учету электроэнергии. Много сил отдали, чтобы создать эту систему, вспоминает ветеран энергетики Арон Лавин, более 14 лет возглавлявший организацию. Тогда было тяжелее в каком плане? Потому что были надзор за теплоустановками, был надзор за котлонадзором, был надзор за электрикой и так далее. Значит, раньше ведь как? Ни одно предприятие не могли включить ни один объект энергетический, пока мы не выдадим наряд. Филиалы энергонадзора друг за другом стали открываться в районах республики. Построили новый центральный офис. Вначале как лабораторный корпус, затем сюда подтянули и другие службы. Менялись и условия работы. Если раньше в распоряжении контролера-инспектора были лишь указатель напряжения, так и ведущие клещи и зоркий глаз, то сегодня создана интеллектуальная система учета электроэнергии. Группа компаний «Трансэнергопром», куда с сентября прошлого года входит Чувашская энергосбытовая компания, стремится сохранить и приумножить все лучшее, что создано за эти годы. И главное – преемственность коллектива. Нынешняя встреча двух поколений – хороший старт для будущего юбилея. К грядущему 65-летию компании энергетики запустили акцию «65 добрых дел». Мероприятия связаны в том числе и в основном своем с историей энергосбыта, потому что эти мероприятия – это создание музея, и их поддержка, неоценимая помощь позволят нам осуществлять это мероприятие. Впереди у нас образовательная программа, которую мы планируем для студентов. В настоящее время мы понимаем всю ответственность за предприятие на предмет того, кто останется после нас. В компании рассчитывают на креативную, ответственную, целеустремленную молодежь. По решению генерального директора в этом году создали Совет молодых специалистов. Посвящение в его ряды провели торжественно. Работа интересная. Работаю я еще не так давно в этой компании. Но коллектив и вообще люди, которые работают в этой компании, очень понравились. Когда знаешь историю и вообще, то есть так как я не так уж давно работаю, но историю знать и как это все происходило, очень интересно. В коллективе, обеспечивающем нас энергоресурсами, царит своя особая энергетика. В такой атмосфере взаимовыручки и наставничества каждый может раскрыть свой потенциал, вырасти профессионально. Лидия Галактионова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.